проходит службу. Неожиданный визит налоговых инспекторов застал предпринимателей Назрани врасплох. Наличие свидетельства о регистрации, патент и кассовый аппарат. Вот что проверяют сотрудники. Нарушение на первой же точке. Продавцы говорят, что документы есть, но они у владельца. Если имеются какие-то документы, подтверждающие регистрацию, уплату налогов. На месте есть? Да? Обязательно. А если из налога, да, тогда сейчас я просто пишу ваши данные. Тут все по принципу «доверяй, но проверяй», поэтому через полчаса инспекторы вернутся с проверкой повторно. В соседнем продуктовом магазине такое же нарушение. Уголок потребитель, там обязательно патент, трудовой договор, свидетельство о постановке из ИПИ, если ООО, ООО, и кассу аппарат обязательно надо, чтобы он был чеки выдавать, есть пробивать чек, шалец на месте кассы, чтобы работало. Но в ходе рейда нашлись и предприниматели, с которых стоит брать пример. В этом кафе проблем с документацией нет. Уголок потребителя висит прямо у входа. Регистрация из патента прямо у входа у нас документ. Касса стоит, работаем. Трудности возникают? Да, в принципе, нет, так у нас есть с кем созвониться, если какие-то трудности, все нормально. Инспекционная проверка проводится для выведения предприятий из теневого сектора и увеличения налоговых поступлений в региональный бюджет. Для ведения законной предпринимательской деятельности необходимо зарегистрировать юридическое лицо, приобрести статус индивидуального предпринимателя или зарегистрироваться в качестве плательщиков налога на профессиональный доход. В противном случае страдает не только экономика республики, но и сами покупатели, которым не выдается элементарный чек. Контрольно-кассовая техника в первую очередь необходима для потребителя. Клиент по чеку может вернуть бракованный товар и ознакомиться с лицензией магазина. Нарушителям законодательства грозит штраф. Размер штрафов устанавливается в судебном порядке на усмотрение суда, но по 14.1 до 2000 рублей, по 14.5 это нарушение ведения кассовой дисциплины. Индивидуальным предпринимателям предусмотрен штраф в размере 10 тысяч рублей, юридическим лицам 40 тысяч рублей, 30 из которых падают на организацию и 10 должен бывает уплатить директора организации. По итогам проверки составлены десятки протоколов и даны рекомендации к устранению всех нарушений. В ближайшие дни инспекторы наведаются по тем же адресатам повторно. Зелимхан Калоев, Сулейман Костоев, Новости 24.